премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. И Богу Твоему. От Матфея, святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он в то время берет Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата Его, и возводит их на гору высокую отдельно от других. И преобразился он перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, беседующие с ним. Петр же сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаю здесь 3 шатра, тебе один, и Моисею один, и Илии один. Пока он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорит: это Сын мой возлюбленный, на ком мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и сильно испугались. И подошел Иисус, и, коснувшись их, сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв же глаза свои, они никого не увидели, кроме только самого Иисуса. И когда сходили они с горы, заповедал им Иисус: «Никому не говорите об этом видении, доколе Сын Человеческий не восстанет из мертвых». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшний праздник является одним из величайших праздников нашей церкви, одним из самых радостных дней церковного года. Вот, и посвящен он событию, которое совершилось не так уже задолго до страданий Христовых. И вот, потому что даже вот в песнопении этого дня говорится, как я уже вам напоминал, о том, что произошло это для того, чтобы утвердить учеников в вере перед страданиями, чтобы они поняли, что страдания Христа добровольные. Вот не случайно, наверное, что на горе Преображения мы видим тех же 3 учеников, которые впоследствии были со Христом в Гефсиманском саду. Вот, то есть те, которые увидели как бы заранее его славу, как бы сказать, как бы вершину его славы, насколько они могли, насколько они были способны ее вместить, они ее увидели, и в то же время они же увидели вот это вот как бы человеческое изнеможение и скорбь их учителя перед грядущими страданиями. И вот, конечно, это не случайно, вот, потому что, видимо, эти ученики были в большей степени способны воспринять величайшие тайны веры, тайны, касающиеся нашего спасения. Вот, потому что сегодняшний праздник, вот он не случайно, несмотря на его как бы историческую связь с уже последним путем Господа в Иерусалим, на страдания, вот этот праздник, он не связан никак с циклом великопостным, циклом, подводящим нас к воскресению. Он как бы вынесен за его пределы
этого ряда воспоминаний и отдельно стоит изолированно в церковном году, изолированно, потому что на самом деле все глубинными нитями здесь связано. Почему? Потому что говорит он нам о вещах премирных, о вещах, которые выше этого мира, и в том числе выше времени, выше того текучего потока, в котором мы пребываем. Поэтому в каноне этого дня есть очень такое интересное выражение: «Пред тобою преклонились времена». То есть преображение Господне, оно останавливает время, являет нам то вечное и нетленное царство, которое еще только должно наступить в будущем. И однако же Богу возможно показать его раньше времени, особо избранным людям. Так же как святые, они видят тот самый нетварный свет, уже живя во плоти здесь на земле. Хотя вообще-то говоря, это для человека сейчас недоступно. Это доступно только для уже вошедших в славу Христову, прошедших вратами Его Царства. И конечно, сегодняшнее событие — это образ чего? Это образ Христова Царства и одновременно одно из величайших богоявлений, потому что здесь мы видим Бога-человека Христа Иисуса. С одной стороны, Он является нам во плоти, во плоти, Он не развоплощается, как, например, известный древний учитель христианский Ориген, он считал, что после воскресения все люди, они будут иметь шарообразную форму, и они развоплотятся, и что все будут потому что почему? На том основании, что шар — это самое совершенное геометрическое тело, сказать. Но здесь мы ничего этого не видим. Мы видим Христа, как его ученики знали, они его узнают, но он иной, как сказано, вид лица его изменился. Он стал сияющим, и даже одежды его изменились. Это очень интересная деталь, которая говорит о том, что одежда — это не просто какие-то, можно сказать, служебные как бы вещи, которые нам, так сказать, служат для избавления от холода, для прикрытия наготы, а это, как бы сказать, продолжение нашей личности в известном смысле, поэтому мы знаем, что как человек одевается, часто поэтому можно судить, например, если человек одевается как бы безвкусно, некрасиво, то значит как бы что-то можно сказать и о его как бы душе, о его как бы душевном складе, и наоборот. И здесь мы видим, что Христос просиял той славой, которую имел у Отца прежде основания мира. И об этом богосыновстве и говорит голос Отца, который звучит из облака, которое явилось ученикам не сразу. В первый момент ученики увидели только своего учителя, сияющего этим дивным светом, в белых ризах и беседующими с пророками, в которых они, конечно же, духом узнали Моисея и Илью. Илью они могли в какой-то степени узнать по описанию его в Библии. Там сказано, какую он носил одежду, как он выглядел. Но здесь, в данном случае, конечно, скорее всего, они узнали это именно благодатью Святого Духа, которой они уже в тот момент как бы причастились. В этот момент ученики, которые перед этим во время долгой молитвы Христа погрузились в сон, они пробудились, они были поражены. И первый, кто нарушил тишину, был апостол Петр, который сказал, что готов сделать здесь 3 шатра или 3 скинии. Скиниями или шатрами назывались не только палатки, но и эти кущи, в которых жили в праздник Кущей иудеи. Именно об этом именно идет речь, потому что откуда он возьмет шатры на горе? Конечно, речь идет о том, что он может наломать веток и сделать 3 шалаша, как бы 3 кущи для Христа и 2 пророков. И почему он говорит об этом?
потому что, с одной стороны, ему хорошо здесь быть, с другой стороны, евангелисты замечают, что он не ведает, что говорит. Он как бы уже в экстазе, он как бы уже вне себя, он как бы уже лепечет, как ребенок, какие-то вот такие самые простые слова, которые, может быть, даже и не идут к делу, потому что зачем Сыну Божию и двум пророкам какие-то земные шалаши? Но это как бы вот такое вот приношение от сердца. Вот. И кроме того, желание, чтобы они подольше задержались здесь, вот, чтобы это видение продлилось. И вот в тот момент, когда Петр произнес эти слова, явилось светлое облако и осенило их. То есть это разные вещи. Одно дело то сияние, которое исходило от преобразившегося Христа. Другое дело это вот светлое облако, из которого и исшел глас, свидетельствующий о славе единородного. И вот это облако, как говорит нам служба праздника и толкование на этот евангельский отрывок, это есть образ Духа Святого, животворящего, который еще не был дан ученикам, и который впоследствии явился также в огненном виде, да, в огненных языках. Вот, но здесь он осенил учеников, и они, войдя в облако, они еще больше устрашились. То есть, когда они созерцали преобразившегося Христа, вот этот свет был как бы в какой-то степени еще прикрыт как бы плотью, да, обожженной плотью. Вот в тот момент, когда они увидели вот этот свет благодати Духа, они устрашились и упали ниц на землю, как это и изображается на иконах, где апостолы подчас летят стремглав как бы с горы, вот устрашенные этим видением. Вот и в этот момент они слышат и голос, который также исходит с, ну как вот нам поясняет апостол Петр, с небес, вот то есть от самого Небесного Отца, голос, свидетельствующий о Сыне. И вот поэтому, конечно же, это богоявление, это образ Пресвятой Троицы. Вот, и икона Преображения – это одна из канонических икон Пресвятой Троицы. Вот, и, конечно же, мы с вами, начиная литургию, говорим «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», потому что Царство Божие – это Царство Пресвятой Троицы. И вот когда мы с вами приобщаемся в какой-то степени к благодати этого Царства, мы тоже можем сказать: хорошо нам здесь быть. Вот, но воля Божия не в том, чтобы мы сейчас же вышли из мира и приобщились вот этим вот благам будущего века, вот, а в том, чтобы мы продолжали свой путь, потому что и апостолам вот предстояло как бы поднять глаза, возвести их на своего учителя, и в тот момент они уже не увидели ничего необычного. Иисус предстал перед ними в том виде, в каком он представал перед ними всегда, как они его знали, вот, и уже никакого сияния, ничего не было, вот и пророки исчезли, и Господь запретил им говорить об этом видении. Почему? Потому что другие ученики, и тем более простой народ, был совершенно не готов к тому, чтобы услышать такие вещи. Вот, потому что для того, чтобы приобщиться к этой благодати, вот надо быть самому причастным этому. И вот мы помним, что в истории церкви было много случаев, когда святые представали также блистающими светом. И самый известный случай, это, конечно, случай с преподобным Серафимом Саровским. Вот и почему так произошло? Потому что он был причастен благодати Пресвятаго Духа. Вот. И в этот момент, когда его увидел Мотовилов, он ему поясняет, что и ты, батюшка, тоже сейчас причастен этой благодати, иначе бы ты этого не увидел. Вот, потому что увидеть такое, это тоже надо быть способным, надо быть причастным вот этой благодати. Вот поэтому, конечно же, сегодняшний праздник, он нас не только, так сказать, радует и утешает, и вдохновляет вот, к тому, чтобы нам, говоря символически, восходить на гору Фавор, чтобы увидеть славу преображения Христа, вот, но и побуждает нас вот к тому, чтобы нам постоянно как бы трудиться, потому что, конечно, вот эта способность к
причастию высшим таинствам благодати, вот она получается большим трудом, но с другой стороны, конечно, это плод чего? Плод того, что вот в тот момент, когда было преображение, еще не совершилось, то есть крестной смерти и воскресения из мертвых Христа Спасителя. Вот сейчас мы эту благодать как бы имеем, она у нас в руках, вот мы будем стараться ее, так сказать, получив, хранить, беречь в своем сердце, вот потому что очень часто вот мы хотя и радуемся, получив эту благодать, но потом вскоре забываем об этом, вот как сказано об израильтянах, что они, как бы получая вот эти вот дары Божии в пустыне, они вскоре забывали об этом и начинали опять роптать, они не помнили о чудесах и о милостях Божьих. Вот поэтому нам надо быть более разумными, нам надо хранить тот дар, который мы получили в добром, чистом сердце, как говорит нам Святое Евангелие, возрастать в благодати, как нам говорит апостол Павел, и приносить плод в терпении. Вот потому что именно терпение нам очень важно, потому что многие люди, они начинали большой ревностью, но потом, потеряв терпение, как бы устав от жизни, от труда, от подвигов или просто от какой-то житейской суеты, вот они как бы опускали руки, вот и не только не приобретали высших даров Божьих, но и теряли то, что уже приобрели. Вот поэтому давайте будем стараться, вот, чтобы этот день вот стал для нас тем днем, вот, когда мы снова полагаем начало благое, вот и, как говорит вот, икос этого дня, вот, оставим все земные помыслы, влекущие долу внизу, вот, воспрянем и взойдем на гору божественного преображения, чтобы увидеть славу Христа Господа, вот, который являет нам ту славу, которая уготована всем любящим Его, всем, кто сохранит верность до конца, потому что все праведные, как сказано в Евангелии, также в Его Царстве просияют ярче солнца и вовеки будут со Христом, со всеми святыми, а вот вкушать вот те блага духовные, вот, которые не видел глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что уготовал Бог любящим Его. Да будет Ему слава и держава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Рцем всея души, от всего помышления нашего рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй.